Добрый день, уважаемые коллеги. 3 декабря в Татарстане стартует «Эхо» Казанского международного фестиваля мусульманского кино, в рамках которого пройдут показы фильмов, участвовавших в Казанском международном фестивале мусульманского кино. И наша пресс-конференция посвящена этому. Наш спикер Милюша Алябибовна Айтуганова, исполнительный директор Казанского международного фестиваля мусульманского кино, директор государственного учреждения «Татар-кино». Хайырлы күн, Милюша Алябибовна, исәнмесез, добрый день. Хайырлы күн, исәнмесез, коллегалар. Добрый день, коллеги. Рада вас видеть в такой морозный день. Будет шире немножко тема. Конечно, мы будем говорить об «Эхо» фестиваля мусульманского кино, но я бы хотела чуть шире взять нашу сегодняшнюю беседу, потому что у нас очень много сейчас по линии кино проходит мероприятий, и я бы даже назвала такой фестивальный декабрь начинается. Кроме «Эхо» Казанского фестиваля мы проводим Дни венгерского кино в Казани с 13 по 16 декабря, Дни узбекского кино с 17 по 19 октября. И в начале следующего года у нас сразу несколько дней татарстанского кино будет за пределами республики. Это Оренбург, это Узбекистан и Екатеринбург. Уже в начале январь-февраль запланированы. Кроме того, завтра у нас в Москве начинаются Дни татарстанского кино, где мы покажем и «Эхо» фестиваля мусульманского кино. Будет 6 фильмов. У вас есть, наверное, программки. Если интересно, можете посмотреть, какие фильмы мы показываем. Что касается «Эхо», в этом году у нас большая удача в том, что мы смогли взять права для показа зрителям Татарстана и других регионов на все лучшие фильмы. Не было еще до сих пор такого случая, чтобы мы смогли взять гран-при, то есть лучший фильм фестиваля, и все награды, которые были получены для показа всей республики. Например, начинаем мы 3 декабря в кинотеатре «Мир» и в республике фильмами татарстанского производства. Это фильм «Нигиз Йорт», Амир Галяскаров, Насур Юрушбаев, режиссер, и Гульназек, победитель дивов. Это мультфильм, который взял спецприз гильдии киноведов и кинокритиков и национальную премию. Кроме того, мы покажем индийский фильм «Любовь и Шукла», который уже имеет очень много разных наград. Это внеконкурсный фильм, но он набрал большое количество зрителей на фестивале мусульманского кино. Фильм «Ксерокопия» — это египетское, взял он лучшую мужскую роль. «Халда», Бангладеш, взял лучший полнометражный фильм. Это режиссер был лучший. «Халев», Турция, лучший сценарий полнометражного кино, игрового фильма. «Голнеза», Иран, лучшая операторская работа, лучший режиссер. И фильм, который стал лучшим, это и мужская роль, и лучший фильм «Ласковое безразличие мира», Казахстан, Франция. Все эти фильмы мы сумели договориться с правообладателями взять для показа не только в рамках фестиваля мусульманского кино в сентябре, но и на целый год, чтобы показывать в республике. На мой взгляд, это для фестиваля такой большой шаг, потому что взять фильмы, которые имеют очень много наград на разных фестивалях для показа, это не так легко. Но вот нам в этом году удалось благодаря тому, что Министерство культуры Республики Татарстан в смете расходов утвердило нам сумму на приобретение прав. Что касается подготовки к нашему следующему фестивалю. Я буду коротко говорить, потому что вопросы, чтобы не задерживать вас. 15-й фестиваль мусульманского кино пройдет с 24 апреля по 29 апреля в Казани. В этом году наш акцент, во-первых, мы проводим юбилейный кинофестиваль совместно с известным исламским форумом «Казань Саммит». И именно деловая площадка фестиваля будет проходить на той же площадке, где будет проходить «Казань Саммит». Предположительно, на сегодняшний день это WorldSkills, выставочный экспоцентр, и там будет деловая площадка. Что она будет в себя включать?
Это питчинг-сессии копродукции «Татарстан и другие страны». Пока на сегодняшний день есть уже наметки по копродукции «Татарстан-Турция», «Татарстан-Египет», «Татарстан-Казахстан», «Татарстан-Кыргызстан». Мы наберем 10 минимум проектов на питчинг-сессию, чтобы участники Казань Саммит в лице банкиров и предпринимателей с исламского мира могли посмотреть наши предложения и при желании включиться в софинансирование. Это первое. Второе, у нас есть основной акцент деловой площадки этого года. Тема – это кино и образование. Что это означает? Что мы хотим пригласить вузы международные, где есть преподавание специальностей в области кино и телевидения. Сейчас уже подтвердили турецкие вузы, казахстанские вузы из Кыргызстана, Будапешт. Сейчас ведем переговоры с итальянскими вузами и киношколы, которые есть в России, и зарубежные киношколы. Для чего это проводится? Чтобы понять, насколько востребованность в специальностях кино здесь, в России, есть, как можно обмениваться опытом, как можно усилить российский кинематограф образовательными программами и обменными программами с другими странами. Второй акцент – это использование кино в образовательном процессе. То есть, когда кино включается в школьную программу, в вузовскую программу, ну и другие программы образовательные, которые есть в Татарстане. Вот это два акцента – кино и образование с двух аспектов. Ну и, конечно, в этом году главное, что надо сказать по сбору заявок. У нас открыт конкурс уже с 1 ноября, но мы в этом году идем по другому пути. Мы не гонимся за количеством заявок. Отборочная комиссия, обновленная, действует по принципу приглашения фильмов с разных кинофестивалей, новых фильмов 2018 года и начала 2019 года на фестиваль мусульманского кино. То есть это будет селекционный отбор фильмов. Не как в прошлом году, 1000 заявок, и очень трудно, прямо отборочная комиссия у нас захлебнулась в этих заявках, а селекция с точки зрения отбора фильмов, то есть мы теперь уже диктуем условия, какие фильмы могут попасть в конкурсную программу Казанского фестиваля международного. И есть несколько, поскольку это юбилейный фестиваль, несколько акцентов концептуального характера. Первый акцент: мы хотим собрать все лучшие фильмы, то есть фильмы-победители, которые взяли гран-при или лучший фильм в номинации за все эти 15 лет. Показать ретроспективу фильмов-победителей Казанского международного фестиваля мусульманского кино. Это первое. Второе – пригласить председателей жюри за историю фестиваля. Максимально постараться, чтобы они были со своими фильмами. Третий акцент у нас в этом году – столетие в ГИК. И создана большая комиссия указом президента Путина программа мероприятий, посвященной столетию в ГИК. И мы хотим отдельную площадку посвятить именно этому юбилею, потому что в Татарстане много выпускников в ГИК, которые имеют фильмы свои. И кроме того, Абдрашитов, он был у нас председателем жюри на нашем фестивале, он возглавляет эту комиссию по подготовке юбилейных мероприятий в ГИК. Еще один акцент: в 2019 году будет отмечать столетие корейское кино, и мы хотим сделать дни корейского кино в рамках фестиваля мусульманского кино. И есть еще одна тема – это фильмы Эльдара Рязанова. Есть фонд фильмов Эльдара Рязанова. У нас уже есть подтверждение, что лучшие фильмы Эльдара Рязанова в ретроспективе мы покажем на нашем фестивале. И приедут актеры, которые играли в фильмах Эльдара Рязанова. Это что касается новинок на следующий год. У меня все. Если есть вопросы, пожалуйста. Коллеги, пожалуйста, вопросы.
Ия Олеся. Олеся Сабирова, Шахи Қозын гайсы. Мына бұл Қойтауаз программасы қысаларында нендей районларда, нендей шәһәрләрдә булачак сез кинофестиваль кинолары белән? Мұсылман киносы фестивалінің Қойтауазы бүтін республикада үтәчәк. Қазанда 3 декабрьдән 9 декабрьгә кадәр Мир кинотеатрында, Татарстанда декабрь буенда декабрь дәвамында бүтін кинотеатрларда булачак бу фильмнар. 3 декабрьдән башлана һәм яңа елга кадәр бүтін районнарда була. Безнең татар кино системасында якынча 100 площадка. Якынча. Демәк, анда DCP заллар да бар, алар 24. Һәм DVD форматта күрсәтә торган кино учреждениеларда да үзләренең площадкалары бар, анда да күрсәтәчәкбез шул фильмнарны. Миләүшә Ләбибовна, менә бер уңайдан сорау килеп иреште безгә онлайнда караучы коллегаларыбыздан. Гаилә белән карар өчен кайсы фильмны киңәш итәсез менә бу Кайтаваз программасында? Мин уйлыйм, балалар булса, әлбәттә, Гөлназек Победитель Див бу инде балалар өчен мультфильм, бик яхшы сыйфатлы. Миңа калса бик кызыклы булыр гаилә өчен Любовь и Шуклы. Бу Индиядән әйттем инде мин, әйме? Һәм бик якын һәм яхшы кабул иттеләр фестивальдә Египеттан ксерокопия фильмны. Ул бик кызыклы һәм зрительское кино дип әйтәйин. Рәхмәт. Рузилә, рәхмәт. Минем ике сорау. Алдагы елга тәҗрибәләр буенча күпме кеше карарга мөмкин менә бу фестивальнең тамашачысы күпме була соннарда якынча? Икенче сорау, киләсе фестивальгә менә бу 15-гә Татарстан нинди фильмнар тәкъдим итеп өлгертәчәк? Икенче сорауга җавап бирә алмыйм, чөнки монда әле конкурс ачылды гына. Нинди фильмнар әзер булачак, производствода булган фильмнар өлгертсәләр, әлбәттә керерләр алар. Ләкин монда мин шул өлгертүчеләр исеменнән әйтә алмыйм, монда бит күп кенә проблемалар була. Мин уйлыйм, барыбер булачак национальный конкурста фильмнар, әле без белмәгәннәр дә килеп чыгар дип уйлыйм мин. Беренче сорау. Үзегез продюсер буларак ниндидер фильм өлгертеп ятмыйсыз әле? Менә хәзер эшкәртәбез инде Остазбикәне, бәлкем аның белән керербез. Әпипә, мин продюсер буларак әйтәм инде. Әпипә фильмы ул фестиваль өчен түгел, ул халык өчен, ул прокат өчен эшләнгән. Ләкин без аны күрсәтәчәкбез әлбәттә берәр площадкада, вне конкурста, әзер булса. Калганнарын әйтә алмыйм. Беренче сорауга, былтыр безнең 58 мең кеше караган фильмнарны менә бу Эхода. Кинотеатр Мирда 10 меңгә якын караган. Быел карарбыз, нәрсә булыр. Һәм билет бәяләре якынча районнарда күпме торачак? Мир кинотеатрында бүтән киноларга 100 сум, һәм ул бер бәя. Анда уже скидкалар, ниләр, бер нәрсә булмый. 100 сум бүтән фильмнарга. Районнарда безнең бар 50-дән башлап 100-гә кадәр. Авылларда әлбәттә DVD форматта 50 сум, DCP форматта минимум 100 сум. Рәхмәт, тагын сораулар бармы? Хөрмәтле коллегалар. Сорауларыгыз? Безнең онлайннан караучыларда да сораулары юк. Биредәге коллегалардан да сораулары юк. Миләүшә Ләбибовна. Тәмамлыйбыз матбугат конференциясын. Шундый яратам кыска пресс-конференцияларын. Бик зур рәхмәт сезгә сораулар булмаганыгыз өчен. Рәхмәт сезгә.